С домашним насилием может столкнуться каждый. Тем не менее, его часто недооценивают, находя ему оправдания или просто отрицают. Нередко встречается насилие над детьми. Заметить его порой сложно, ведь насилие бывает не только физическим, но и психологическим. Данный вид насилия не сопровождается видимыми признаками. С целью повышения компетентности специалистов, наделенных полномочиями в сфере защиты детей, в городе Камрат был организован семинар, на котором была преподнесена важная информация о методах распознавания насилия и путях его устранения посредством сотрудничества с организациями, борющимися с данной проблемой. Сегодняшний семинар проводят специалисты с Министерства труда и социальной защиты. Сегодняшний семинар-тренинг будет проведен на территории Гагаузии с 18 по 20 число. Для работы в межсекторальных сотрудничествах территориальных органов власти, районных органов власти, социальных ассистентов, инспектората полиции, общественных объединений, неправительственных организаций и так далее. Задача сегодняшнего семинара – это повышение компетентности специалистов, наделенных полномочиями в сфере защиты детей. И данный семинар имеет название сегодня «Механизмы межсекториального сотрудничества в области защиты детей». И на наш семинар были приглашены специалисты из сферы образования, сферы медицины, из сферы полиции, социальные ассистенты и даже из госадминистрации. Мы тесно сотрудничаем с такими организациями, как Институт демократии, это Эмбрионная пентрувиация, это Центр «Дающий надежду» Чедерлунга, это Конкордия. В зависимости от того, какая проблема, какое было совершено насилие, пострадавшему, так скажем, бенефициару сколько лет. Мы очень тесно сотрудничаем с органами социальной защиты, что касается по домашнему насилию, так и по трафику людей. В случае необходимости органы социальной защиты предоставляют все необходимые документы быстро, оперативно, что способствует плодотворной работе между нами для предотвращения пресечения трафика людей и домашнего насилия. Чем скорее выявляется случай о насилии над ребенком или над детьми, тем быстрее специалисты, которые имеют уполномочия защитить их права, могут предупредить и защитить, и как-то улучшить ситуацию ребенка. Семинар это очень полезный. Благодарим Кристину и Теодору, которые приехали и собрали нас, так как мы это самое узнали еще больше, как работать нам с многопрофильной группой и решать проблемы, случаи, которые дети остаются, попадают в критической ситуации. Дети, которые имеется насилие над ребенком. В целом в стране предполагается оказание помощи центральным и местным органам власти по обеспечению 100 тысяч детей, которым грозит разлучение с семьей или лишенным родительской заботы, возможности остаться в расширенной семье, либо обрести постоянную защиту в альтернативной обстановке. Благодаря местным учреждениям, местным организациям мы совместно проводим немало работы. Если есть какая-то проблема у нас в селе, то, естественно, каждое учреждение, будь оно медицинское, будь оно дошкольное или же школьное учреждение, всегда мы совместно стараемся решить эти проблемы. В каждом населенном пункте есть социальный ассистент. В каждом населенном пункте есть участковые. В каждом населенном пункте есть медсестры, семейные врачи. Есть примары. Так как, согласно 140-го закона, примар является опекуном того или иного населенного пункта, и каждый человек, поверьте мне, если вы позвоните, телефонные звонки будут анонимны, ваше обращение будет анонимно. Любой человек, проходящий мимо, сосед, брат, сват, имеет право заявить о том, что он увидел, либо услышал, либо был свидетелем того или иного насилия. А дальше мы уже будем принимать меры, исходя из той проблемы, какая есть. Наш центр расположен в городе Камрате по улице Спортивной, 8А.
на 2 этаже. Все нуждающиеся могут обратиться в наш центр по номеру телефона 0298 266 99. Мы окажем им бесплатную, опять же повторяюсь, юридическую и психологическую помощь, что касается торговли людьми и домашнего насилия. Проект «Крепкая семья для каждого ребенка» реализует в период до 12 июня 2017 года общественная организация «Партнерство для каждого ребенка». Финансирование проекта осуществляет Агентство США по международному развитию УСАИД. Реализация проекта предполагает достижение ряда важных результатов.